принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, правила одни и цель одна. Здравствуйте, Станислав. Какое соревнование сегодня проходит здесь на стадионе «Юность»? 14-летняя спартакиада участников Республики Саха-Якутия и открытый чемпионат города Якутска по северному многоборью. Сколько участников принимает? Принимает участников всего 76. Из них девушки 17 и юноши 50 и мужчины. Станислав, а сколько видов на данном соревновании? На данном соревновании 4 вида. Это северный тройной прыжок и бег на 3 километра, прыжки через нарты и метание аркана. В этом году спартакиада школьников много участников. Если в прошлом году был 51, сейчас где-то 70-80 участников. Ну все хорошо, погода отличная. Пусть победит сильнейший. Молодец. Что радует, что и география турнира увеличилась. Приехали из Мирного, из Ленска, приехали из Благовещенска, даже есть участники из Саратова. Поэтому растет популярность. И очень приятно видеть, что люди приезжают сюда с семьями, что даже есть уже и женский экипаж, то есть выполняется как бы социальная, гендерная политика, да, и в том числе и возрастная. И сама обстановка, сама вот эта неформальность, вот это теплые и дружеские отношения между людьми и спортсменами, они очень располагают к какому-то очень такому не только соревнованию, но и очень такому хорошему отдыху. Вот сегодняшний день, первый этап GPS-ориентирования подходит к концу. Последние участники прибывают. Пока еще результаты неизвестны. За ночь мы сведем, посчитаем и примерно результаты можно будет сказать. Ну, уже сейчас известно, что несколько участников сошли с гонки. То есть ввиду поломок, несколько машин утонуло. Попросили эвакуации. Василий, как вам третий открытый чемпионат по трофи-рейду? Ну, как бы сказать, с каждым днем машин становится все больше. И как вид спорта джип-триал очень зрелищный. Поэтому я думаю, надо больше его рекламировать, чтобы зрители приезжали смотреть и болели вместе за своих участников. Но радует, что практически представлена вся республика. Также приехали гости из других регионов России, что увеличивает географию турнира. И соревнуясь сильнейшими, повышается мастерство наших якутских внедорожников. В настоящий момент у нас проходит второй этап, джип-спринт, синхронный, по 2 машины с искусственными препятствиями. Как видите, машина стоит. Наверное, скорее всего, уже не выйдет.
Дорогие телезрители, сейчас мы возьмем интервью у президента Федерации пейнтбола Республики Саха-Якутия Максима Гоголева. Подробнее он нам расскажет, как их команда съездила в Хабаровск. В Кубке Дальнего Востока участвовало 12 команд из разных городов. Владивосток, Хабаровск, Совгавань и из Якутска. С Нерюнгри тоже вторая команда. Хабаровск встретил якутскую команду очень гостеприимно, горячо. Все были рады, довольны, что команд стало больше. Кубок по Дальнему Востоку проводят ежемесячно, то есть они участвуют каждый месяц, и у них опыта больше, команды более натренированные. Получается, вы когда ездили в Хабаровск, все-таки какой-то произошел, да, обмен опытом? Да, после этого кубка мы пересмотрели свою тактику, поняли, что многое надо поменять, тренироваться очень много раз. Ну и как в любом спорте, сейчас модно говорить, это сравнивать с шахматами. В пейнтболе тоже тактика нужна, тактическое мышление, нестандартное мышление нужно, чтобы тебя не переугадали. Пейнтбол – мой спорт. Дальнейшие планы Федерации пейнтбола в этом году? 6 ноября пройдет Кубок Азии в Малайзии. Там мы собираемся участвовать. Сколько поедет людей отсюда? Я буду легионером. Команда будет выставлена с Хабаровска. Круто! Слушай, ну ты поделишься? Компания Nike с гордостью принимает участие в подготовке и проведении форума «Спортивная держава» и в проведении 5-х международных детских игр, спортивных игр Детской Азии. Мы
давно и плотно сотрудничаем с Республикой Саха-Якутия в деле развития массовой физкультуры и спорта. Поэтому для нас это не единовременное событие, спонсором которого мы выступаем. Для нас это долгосрочная стратегия сотрудничества в деле развития спорта в республике, особенно среди молодежи. Компания Nike является мировым лидером в этой области. Мы очень хорошо умеем зажигать внутри молодых ребят и девушек, зажигать эту тягу к спорту. То есть то, что необходимо для того, чтобы спорт стал частью жизни. Именно поэтому мы ценим те усилия, которые принимаются руководством республики, и мы делаем все возможное для того, чтобы внести свой вклад. Длительно, буквально 2 года мы с ней занимаемся, и в упорном труде несколько раз в республике спартакиада первые места занимали. Благотворительная лотерея «Дети Азии». Призы: 3 квартиры в Якутске, 12 автомобилей УАЗ, 12 тракторов Синтай и 120 спортивных товаров. Билеты в кассах театра оперы и балета, кинотеатров «Лена» и «Центральный», торговых центрах «Айсберг», ЦУМ, на крестьянском рынке, у общественных распространителей. Стоимость билета 100 рублей. Информация по телефону 32 58 74. Наша территория здесь, наш мир. Мы знаем точно, чего от жизни хотим. Идем вперед, ищем свой путь, при этом прожигая жизнь. Ну и пусть говорят, что мы делаем что-то не так, но мы лучшие здесь, это факт.